В эфире телеканала «Якутия-24». Главные события уходящего дня. В студии Алексей Соколов. Здравствуйте. Разлив нефтепродуктов в Мегино-Кангаласском районе. Материал собран, последствия еще предстоит оценить. Сберкнижки уходят в историю. Владимир Путин подписал указ об отмене оборота финансового документа. Сандреет в Нерюнгли. Выезд по городу указал на не совсем удовлетворительное состояние южной столицы Якутии. 25 детских садов в Мирнинском районе должны по-прежнему находиться в зоне ответственности Алроса. Такая позиция у муниципальных властей. Ремонт европейцев в Ленске. Студенты и технари проходят практику по обслуживанию тягачей. В ГУП ЖКХ сообщили, что разлив нефтепродуктов в селе Тюнгюлю Мегино-Кангаласского района устранен. Ранее мы сообщали, что из-за емкости на территории бывшей котельной «Центральная» в месте соединения спутниковых труб произошел разлив нефтепродуктов. Работники устранили разлив и очистили территорию специальными сорбентами. В предприятии отметили, что котельная не эксплуатировалась с прошлого года, была законсервирована. 23 апреля в селе Тюнгюлю Мегино-Кангаласского улуса возле котельной выявлен факт разлива нефтепродуктов. В результате разлива произошло загрязнение почвы площадью 123 квадратных метров. «Газпром» планирует в текущем году завершить строительство газопровода «Силы Сибири» на участке от Чиндинского месторождения в Ленском районе Якутии до границы с Китаем. Об этом сообщил заместитель председателя правления компании Виталий Маркелов. Он добавил, что в 2019 году будет введена в эксплуатацию компрессорная станция «Зейская». В дальнейшем Якутский центр газодобычи будет соединен с Иркутским центром, а на следующем этапе будут расширены газотранспортные мощности на участке от Чиндинского месторождения до Благовещенска. Напомним, «Газпром» и китайская CNBC в мае 2014 года подписали договор о поставках российского газа в Китай по восточному маршруту. Договор заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай. Поставки газа должны начаться в декабре 2019 года. Народные депутаты в ходе очередного пленарного заседания рассматривают более 50 вопросов. С утра председатель правительства Евгений Чайкин представил парламентариям на утверждение кандидатуру первого зампреда правительства Якутии Михаила Осипова. Второй день заседания начнется уже завтра с доклада Михаила Осипова об обеспечении бесперебойной газодобычи и энергоснабжения потребителей по поручению Егора Борисова. Руководство республики обеспокоено будущим компании «ЕТЭК», дочерней компании группы «Сумма». А уже сегодня депутаты рассмотрели ряд вопросов, в том числе в окончательном чтении приняли корректировку в трехлетний бюджет. Правительство республики проводит очень большую работу по согласованию числа получателей этой как бы увеличения по до МРОТа. Да? Сегодня пока есть разница между оценкой и расчетом федеральной власти и республики. Я надеюсь, что мы все-таки дойдем до консенсуса. В этом случае мы надеемся, что 90% этих дополнительных расходов все-таки будут профинансированы со стороны Российской Федерации. Но, естественно, мы понимаем, что те же 8 миллиардов, о которых я говорил, их тоже надо профинансировать обязательно. В связи с этим оптимизация расходов должна быть, потому что у нас дополнительных доходов сегодня пока не планируется. Правительство утвердило новый список заболеваний по инвалидности, при которых она может быть установлена бессрочно, до достижения ребенка 18 лет или заочно. Как изменится жизнь людей с ограниченными возможностями, узнавала Кристина Якупова. Егор Михайлович дважды травмировал ногу, еще в молодости. Со временем в конечности образовалась опухоль. Ногу пришлось ампутировать в Московском онкологическом центре. Долгое восстановление и ежегодные комиссии. Раньше подтверждать инвалидность всегда приходилось в апреле, когда гололед, скользко. Нужно было обойти много врачей, сдавать анализы. И то всегда мне присваивали только третью категорию. Лишь спустя 30 лет, выйдя на пенсию, он, наконец, получил бессрочную инвалидность. Уже почти 20 лет как на бессрочной инвалидности. Отдыхаю, рад, что теперь стало проще.
Таким, как Семен Михайлович, теперь действительно станет легче. Инвалидность устанавливается бессрочно уже при первичном обращении. Напомню, ранее инвалиды первой группы получали категорию на 2 года, а второй и третьей групп на 1 год. Переосвидетельствование же проводилось не ранее, чем за 2 месяца до того, как истекает срок инвалидности. А в новом, значит, изменении здесь, значит, включен этот перечень, он изменился. Ранее было там 26 позиций, а в новом перечне 15 позиций. Но, значит, добавлен определенный перечень при заболеваниях, морфологических изменениях и нарушения функций органов и систем организма. Можно установить инвалидность бессрочно при первичном освидетельствовании. В новый перечень впервые включены все хромосомные аномалии, в том числе синдром Дауна. Также в список вошли такие диагнозы, как цирроз печени, слепота, глухота и детский церебральный паралич. Постановление касается практически всех инвалидов, а это по стране 12 миллионов человек, из них 651 тысяча детей. Кристина Якупова, Николай Необутов, Якутск. Конституционный суд России признал неконституционной норму, согласно которой водитель, скрывшийся с места ДТП до прибытия полиции и медицинского свидетельствования, не может быть признан пьяным по свидетельским показаниям или другим доказательствам. Даже если в момент аварии в его крови был алкоголь. Как сообщили в пресс-службе суда, существующая сегодня норма не предусматривает возможности признания водителя, находящимся в состоянии опьянения, если он скрылся с места ДТП. По мнению судей, существующие нормы позволяют уйти от ответственности виновникам преступлений, совершенных в состоянии опьянения. А с 1 июня в России прекратится обращение сберкнижек и сберегательных сертификатов на предъявителя. Теперь и те, и другие могут быть только именными. Кроме того, сберсертификаты попадают под страхование вкладов физических лиц. Закон об этом подписал Владимир Путин. В законе 4 ключевых нововведения. Сберегательные и депозитные сертификаты, а также сберкнижки могут быть только именными. Держателями станут физлица и индивидуальные предприниматели. Бумаги включаются в систему страхования вкладов, а держателями депозитных сертификатов могут быть только юрлица. Под страхование вкладов они не подпадают. Также банки смогут выдавать оба вида сертификатов с условием отказа вкладчика от права на получение вклада по первому требованию. Якутские энергетики провели совместные рейды с судебными приставами. Чтобы побудить проблемных потребителей погашать долги, энергетики регулярно направляют в суд иски о взыскании с них неуплаты. После вступления судебных актов в законную силу исполнительные документы направляются в Федеральную службу судебных приставов. По адресам злостных неплательщиков проехала и наша съемочная группа. Первый адрес – авиационная 7А. Здесь за свет не платят на протяжении уже 5 лет. Сумма накопленного долга – 650 тысяч рублей. Сейчас производится ограничение полное от электроэнергии с опоры. Но данный потребитель, он проблемный. То, что после ограничения они самовольно по новой подключаются. Следующие мероприятия у нас в плане стоят уже принудительное изъятие имущества в целях погашения задолженности. Напомним, что судебные приставы вначале вручают должникам требования о погашении задолженности. В случае, если долг не погашен добровольно в течение 5 дней, они вправе наложить арест на имущество или применить другие принудительные меры взыскания. Подобные меры применяются только по отношению к проблемным потребителям. Рекомендую, так как сейчас начинается время отпусков, то проверить себя в базе данных службы судебных приставов на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов. Неплатежи за электрическую и тепловую энергию могут поставить под угрозу энергоснабжение в республике в целом. Поэтому энергетики продолжают активно работать по взысканию задолженностей. Кристина Якупова, Георгий Григорьев, Якутск. О наличии задолженности можно узнать в 2 клика. У информационного сервиса «Банк данных исполнительных производств» появилась новая функция. Что это за приложение и как оно работает, расскажет Сарглана Федорова.
Все долги в одном приложении. В преддверии отпусков особенно важно проверить себя на наличие долгов. Сергей Анисимов – опытный интернет-пользователь. На сайте смотрит постановление взыскателя и приходит к судебному приставу узнавать дальнейшие стадии исполнительного производства. Было бы очень хорошо, если бы там было полное наименование взыскателя. Потому что мне, как представителю должника, да, ну, по большому счету, хотелось бы узнать в первую очередь, кто пытается взыскать денежные средства, кто налагает арест на расчетный счет. Экономия времени и технических ресурсов. Начала действовать функция «Личный кабинет стороны исполнительного производства». С начала года поступило уже 444 обращения на подписку. Сервис позволяет гражданину подать обращение, например, заявление о подписке на сведения о ходе исполнительного производства в электронном виде и получить информацию подробную о ней с управления. Регистрация при входе в личный кабинет не требуется. Подтверждение личности гражданина или представителя юридического лица происходит посредством автоматически при входе в личный кабинет. Также приложение можно скачать с Play Market на любой смартфон. В приложении доступен весь банк данных сайта. Чтобы проверить наличие у себя долгов, достаточно ввести фамилию, имя, отчество и дату рождения. За прошлый год должников по республике набралось около 27 тысяч человек. Большая часть из них – алименщики и заемщики. Приставы напоминают, долг на 30 тысяч рублей лишает человека права на выезд за пределы страны. При полном погашении задолженности ограничения снимают в течение суток. Приложение очень удобное, комфортное. Я, например, смотрю штрафы ГИБДД. Через сервис можно погасить долги в режиме онлайн при помощи платежных сервисов, проследить за образованием долга, подать обращение с подтверждением своей личности. И все это, не выходя из дома. Саргалана Федорова, Семен Семенов, Якутск. Но сейчас небольшой блок рекламы и смотрите далее. Санрейд в Нерюнгри, выезд по городу, указал на не совсем удовлетворительное состояние южной столицы Якутии. В Алданском районе подвели итоги месячника по борьбе с туберкулезом. Ремонт европейцев в Ленске. Студенты-технари проходят практику по обслуживанию тягачей. В эфире телеканал «Якутия-24». Мы продолжаем наш выпуск. 25 детских садов в Мирнинском районе должны по-прежнему находиться в зоне ответственности компании «Алроса». Такое мнение выразил глава района Ришат Юзмухаметов. На очередной сессии районного совета он выступил с отчетом по итогам деятельности за прошлый год. По словам главы района, эти детсады посещают дети работников предприятий компании, и муниципальный бюджет не сможет нести расходы на их содержание. Юзмухаметов также отметил, что в прошлом году в районе были построены 24 жилых дома и 2 детских сада. Один в Мирном, второй в селе Тасюрях. В целом, по словам главы, задачи, которые ставили перед собой власти в 2017 году, выполнены. Район входит в тройку лидеров республики по объему отгруженных товаров собственного производства, добычи полезных ископаемых, обороту розничной торговли и общественного питания, а также объему платных услуг населению. Практика – необходимый элемент учебного процесса. Третьекурсники автомеханики Ленского технологического техникума проходят ее в ленских авторемонтных мастерских, специализированном предприятии, где набираются опыта по ремонту тягачей «Вольво». Какими навыками владеют выпускники, расскажет Сергей Евсюков. Роман Илфимов – один из лучших студентов техникума. За полгода он уже относительно хорошо научился разбираться в устройстве автомобиля «Вольво». Знает, где именно и какие механизмы необходимо отрегулировать, чтобы двигатель шведа русской сборки работал исправно. Делаю мотор вместе с наставником, турбину снимаем. Вчера делали ступицы. Все. Ну, хорошая практика здесь. Да, нравится очень. 6 месяцев уже здесь, со всеми душа в душу. Нравится осваивать ремонтную науку и другим студентам. Павел Шашин и его однокурсник Владислав Андреевский работают с элементами тормозной системы автомобиля. Колодки установлены. Теперь необходимая регулировка очень важного узла машины. Когда я сюда попал, сначала для меня это было трудно, но потом я влился в этот коллектив и начал понимать, и сейчас уже
очень-очень нравится. И я как бы буду сожалеть немножко, если вот нам предстоит пойти в армию, и, конечно, предстоит закончиться эта практика, и буду сожалеть, что я отсюда ухожу. По достоинству оценивают подготовку студентов и уже опытные мастера, знающие специфику автомобилей Volvo. Хотя практика, на то она такая есть, без наставлений не обходится. Мы показывали сначала первое время, как бы там ключ, там тот подай, этот, а сейчас уже вроде как прошло уже у нас порядка уже 4-5 месяцев, да, у нас практики, то есть как бы люди уже, ну, некоторые вообще, я смотрю, ребята сами работают, им уже объяснять ничего не надо. Не нарадуется на своих подопечных и куратор группы выпускников Галина Лучина. Она довольно часто бывает на предприятии. Теория теорией, но без практики классным специалистом не стать. В Ленинском технологическом техникуме мы обучаем теоретическому обучению. Проходит практику устройства автомобиля, ТО, техническое обслуживание, ремонт автомобиля. А здесь уже мы проходим производственную практику, в данном случае преддипломная практика. Практические занятия у студентов-автомехаников длятся более полугода. За это время большинство из них прекрасно осваивают профессию и изучают автомобиль. И почти каждый надеется остаться работать на ставшем уже за длительное время родным автомобильном предприятии. Сергей Евсюков, Виталий Андреев, Ленск. В Якутии завершился месячник по борьбе с туберкулезом. В трудовых коллективах фтизиатры провели множество лекций и семинаров, на которых рассказывали о том, что такое туберкулез и можно ли от него уберечься. О правилах поведения и безопасности тему продолжат наши алданские коллеги. В Алданском противотуберкулезном диспансере заканчивается амбулаторный прием. Только что врач в экстренном порядке отправил одного из пациентов в больницу. Туберкулезом полностью поражены оба легких. О том, что болен, молодой человек узнал еще 2 года назад, но лечиться не торопился. Лишь когда почувствовал, что умирает, обратился в диспансер. Так как все-таки медицина идет вперед, и поэтому я бы не сказала, что это трагедия. Все зависит от человека, как он, допустим, к этому отнесется правильно. Туберкулез не приговор, но лишь при своевременной терапии. В целом эпидемиологическая ситуация в Алданском районе улучшается. Впервые заболевших и бациллярных больных становится меньше, нет случаев детского туберкулеза. В то же время изменилась категория больных. У молодых людей инфекция регистрируется чаще. Нередко выявляется туберкулез у приезжих. Сейчас, значит, наблюдается приток рабочих из других регионов страны. И среди них тоже наблюдается или встречаются, выявляются больные туберкулезом. В период с 24 марта по 24 апреля в Якутии проходил месячник по борьбе с туберкулезом. Алданские фтизиатры совместно с врачами общелечебной сети провели ряд мероприятий в трудовых коллективах. Беседы были нацелены на повышение грамотности и на формирование культуры. На лекциях и семинарах медики особо подчеркивали важность ежегодного прохождения флюорографии. До сих пор у нас в районе встречаются или выявляются случаи позднего выявления туберкулеза. Это связано с тем, что отдельная часть населения не понимает роли, допустим, флюорографического обследования или раннего обращения за врачебной помощью. Туберкулез коварен бессимптомностью. На ранних стадиях болезнь выявляется только с помощью медицинской диагностики. Чем меньше инфекция успела нанести вреда организму, тем эффективнее будет лечение. Месячник по борьбе с туберкулезом завершился, однако просветительскую работу врачи будут вести в течение года. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. Бутылки, окурки и нечистота от домашних питомцев. Жители некоторых домов Нерюнгри буквально погрязли в мусоре. Можно лишь представить состояние жильцов первых этажей, у которых под окнами с наступлением весны все это тает. В ходе объезда по городу было обращено внимание на состояние территорий вокруг торговых точек и торговых центров. Согласно правил благоустройства и озеленения, предприниматели сами несут ответственность за чистоту в радиусе 15 метров своего строения. Аналогичные рейды с привлечением средств массовой информации будут проводиться регулярно. Я обращаюсь к вам лично, как чиновник городской администрации, как простой житель этого города. Я должен констатировать тот факт, что в городе у нас люди относятся к чистоте содержания улиц и дворовых территорий архиплохо. Поэтому я всех еще раз призываю, управляющая компания, те коммерсанты у нас, деловые люди, которые содержат на территории города какие-то торговые точки, иные предприятия,
выйдите на эту территорию и, согласно правилам благоустройства, в 15 метрах от своих объектов уберите все от мусора. Совершенствование технологий горных работ и подготовка кадров для обеспечения техносферной безопасности в условиях северо-востока России. Под таким названием в Якутске открылась Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием. Мероприятие посвящено 80-летию профессора Егора Чемизова, человека, внесшего неоценимый вклад в развитие горного дела и одного из основателей института. На конференции обсуждались вопросы охраны и безопасности труда с участием Министерства чрезвычайных ситуаций. Конференция у нас сегодня будет работать по 3 направлениям. Это техносферная безопасность, горное дело и подготовка высококвалифицированных кадров. Всего около 80 участников конференции. Докладчики представлены почти со всей России, из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска. И зарубежные участники тоже имеются. Поэтому я думаю, что конференция будет плодотворной. Ну и наш следующий сюжет о юбиляре, в честь которого и проводится данная конференция. Егор Чемизов больше полувека на охране труда промышленников. Известный научный деятель, профессор, заслуженный горняк Якутии Егор Чемизов отмечает 80-летний юбилей. Человек, который всю свою жизнь посвятил развитию горного дела и, в частности, охране труда работников промышленной сферы. Ему принадлежат множество научных статей и книг. По его учебникам преподают горное дело во многих вузах страны. С чего начиналась карьера горняка и какой он сегодня вне работы, в материале Сарглан Захаровой. Середина прошлого столетия, страна приходит в себя после разрушительной войны. В Якутии полным ходом разрабатывают месторождения. Горняки и шахтеры – популярные профессии, наполненные романтизмом того времени. Старшеклассник Егор Чемизов раз и навсегда влюбляется в эту профессию. Я увидел горного инженера, и понравилась его, амуниция, да? Его обмундирование. Красивая такая фуражка, и все это так. И спросил, кто это. Они сказали, это горный инженер. Выбор сделан. В 1963 году Егор, уже выпускник Якутского государственного университета, по распределению попадает на угольный разрез в Кангаласах, и почти сразу его направляют на шахты в Джибари-Кехая на должность заместителя директора шахтоуправления по производству. Однако задержаться на долгий срок там не удалось. Для детей и так далее, для развития и так далее. Здесь все-таки город. Вообще хотел работать. Мне шахта очень понравилась. Работа на горном предприятии мне так понравилась. Но пришлось идти именно семейным. Управляющий трестом мне обещал, что я буду рассматриваем вопрос, меня директором шахтоуправления сделать. Мне очень хотелось, но пришлось переехать. Несмотря на всю любовь Егора Николаевича к производству, семья важнее всего. В Якутске он начал активно заниматься научной деятельностью. Работал в Академии наук, Институте физико-технических проблем и горного дела Севера. Защитил кандидатскую диссертацию. Сегодня учебные пособия под его авторством являются основой обучения студентов во многих вузах страны. Но главным своим достижением он считает открытие в Якутском государственном университете новых специальностей по охране труда и безопасности на горном производстве. Я открыл здесь новое направление – безопасность. 500 человек все-таки приготовлено, получили дипломы. Но 20%, допустим, их работает. Они приносят пользу, улучшает это состояние. Так. Это, я считаю, что мой вклад. Именно по моей инициативе. Также трепетно относится опытный горняк ко всем новостям о чрезвычайных происшествиях на производстве. Сегодня предприниматели экономят на безопасности, негодует Егор Николаевич. Но и сами рабочие зачастую пренебрегают главными правилами жизни. 80% людей понимает, что главное для человека – это здоровье. Но только 20% это соблюдает. Переживает не только как специалист, но и как человек. Мягкий и добрый, говорят о нем его близкие. Супруга Светлана тоже представитель научного сообщества. Оба занятые и увлеченные работой, живут вместе уже больше 30 лет. Главное – понимание и уступки, говорит Светлана. Вот с утра до вечера, если у меня свободный день, я дома всегда за компьютером. Егор Николаевич это понимает. Он в это время может и приготовить обед, и приготовить ужин. И взаимно так мы дополняем друг друга. Егор Николаевич – пример для своих детей и внуков. Практически все они продолжили его дело в части охраны труда. А 2 года назад на свет появился еще один продолжатель – правнук Тимур Чемизов. Сарглана Захарова, Григорий Охлопков, Якутск.
Как без денег поехать в любую точку мира? Об этом на своем семинаре в Якутске говорил известный путешественник Антон Кротов. В свои 42 года он посетил все регионы России и 109 стран мира. Часть пути он проделал по районам родной нам Якутии. Является сторонником вольного путешествия. На своем семинаре Кротов сказал, что лучше увидеть мир, каким он является по-настоящему, а не таким, каким нам его пытаются показать другие люди. Вы не станете моложе, не станете умнее, доллар не вернется к 6 рублям. И путешествовать, если вы хотите, нужно начать именно в этом 2018 году. Это касается не только путешествий. Кто-то хочет свою книгу написать, кто-то хочет своим бизнесом заняться, кто-то хочет переехать из Якутска в другой какой-нибудь там город, там Чукурдах, например, или Бангкок. Все это нужно сделать сейчас, в 2018 году. У вас никогда не будет больше таких возможностей. Сейчас последняя возможность осталась что-то в жизни сделать. В Нерингре провели соревнования по настольным видам спорта. Участники боролись за призы члена Союза художников России Семена Корякина. Сами игры посвятили году здорового образа жизни в районе и предстоящему Дню Республики, рассказывает Александра Цыбикова. Настольные игры народов Саха в городе Нерингре проходят 5-й год. С прошлого года состязания проходят среди национальных общин Нерингринского отделения Ассамблеи народов Якутии. В этом году в настольных играх приняли участие 114 нерингринцев. Соревнования проводятся по 5 видам спорта. Шашки, шахматы, якутские настольные игры хамыска и хабылык по 3 категориям. Мужчины отдельно, женщины и школьники. Помимо этого, с прошлого года мы включили в программу соревнований еще бурятскую настольную игру «Шагай Надан». В картинах маслом на холсте якутский художник Семен Корякин воспевает красоты родного края. 40 лет подаренных живописи, тысяч ценителей, и на прошедших играх его картины стали главными призами. Якутские настольные игры хамыска и хабылык развивают мелкую моторику пальцев и координацию движений, позволяют проявить ловкость и показать свои умения. Участник турнира, 10-летний Серафим Мельник, уже имеет 3-й взрослый разряд по шашкам. На мероприятии ему удалось поиграть еще и в настольные якутские игры, а также познакомиться с новыми друзьями. Я сегодня подружился с Джулусом. Вообще не знала о якутских играх. А сегодня посмотрела, мне больше всех понравилась Тырынка. Соревнования проходили в дружеской атмосфере. Пришедшие могли познакомиться, пообщаться, попить чаю с оладушками. Завершился вечер обрядом благословения Алгыс, сильной половины для поднятия мужского духа. Александра Цыбикова, Тамара Игнатьева, Аял Амосов, Нерингри. Телеканал «Якутия-24» следит за развитием событий. Оставайтесь с нами и удачи вам.